Добрый вечер. В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Администрация президента совместно с компанией «Черноморэнерго» разработала проект закона о реструктуризации долгов населения за электроэнергию. О том, что ждать от нового документа и какие меры предпринимаются для улучшения ситуации в сфере энергетики, мы поговорим сегодня с руководителем пресс-службы компании «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия. Алхас, здравствуйте. Здравствуйте, Нала. Мы все хорошо помним ситуацию, которая происходила этой зимой, когда вы были вынуждены ввести веерные отключения. Я имею в виду компанию «Черноморэнерго». Давайте сейчас посмотрим, что говорил об этой ситуации директор компании Аслан Басари. При тех климатических условиях, которые на сегодняшний день мы наблюдаем, при том потреблении Абхазии, которое есть сегодня, в сутки приблизительно уровень воды в водохранилище падает на метр. То есть ту экономию, те веерные отключения, которые мы ввели на территории Республики Абхазия, они недостаточны для того, чтобы водохранилище наполнилось водой вовремя до наступления паводков. Посредством веерных отключений мы стараемся экономить порядка 50 мегаватт. И для того, чтобы мы каким-то образом вышли на адекватный уровень, нам нужно, по сути, увеличивать эту экономию приблизительно в 2-2,5 раза. Ситуация такова, что если экономия будет продолжаться именно в таком количестве, то приблизительно воды в водохранилище до уровня 420 метров у нас останется порядка 20-25 дней. Ну вот тогда мы были на грани катастрофы, можно сказать, и прогноз Аслана Басари был пессимистичный. В настоящее время сейчас нет никаких проблем с подачей электроэнергии, и откуда мы питает республику, что Ингурская ГЭС, или мы до сих пор получаем помощь от России? С наступления весны мы уже используем собственные силы, питаемся от Ингургес. Да, действительно, ситуация была сложная. Но если вы помните, заявленные веерные отключения закончились раньше, чем мы предполагали. И благодаря помощи, конечно, Российской Федерации. Понятно, что энергосистема страны требует обновления, это колоссальные суммы, и которых нет сейчас у государства. Но с другой стороны, есть и проблема с оплатой за потребленную электроэнергию со стороны населения. Президент на совещаниях, посвященных проблемам энергетики, неоднократно говорил о том, что необходимо как-то собрать эти долги с населения. И давайте сейчас посмотрим о том, что говорил президент по этому поводу. А потом продолжим беседу. Эти недоимки лежат достаточно серьезным грузом на плечах и государства, и самой структуры. Надеюсь на то, что здесь и население должно нам пойти навстречу, с учетом того, что не все так, в части касающейся социального характера, у нас все гладко. Мы продумать должны вопросы и такого встречного движения друг к другу. В общем-то, проблеме уделяется сейчас в последнее время особое внимание. Интересно узнать вообще, какова задолженность населения за последнее время? И какой процент тех, кто регулярно платит за нее? Ну, вы знаете, здесь у меня есть некоторые цифры. Например, с 2002 года по 2016 год задолженность населения составила 1,4 миллиарда рублей. И это по самому низкому тарифу в мире. Мало того, у нас есть данные о поступлении воды в Гварское водохранилище за 36 лет. И там в динамике было очень хорошо видно, что приток воды снижается каждым годом. И, соответственно, с другой стороны, повышается потребление электроэнергии. И плюс обветшалость системы. Действительно, в некоторых местах вообще катастрофическое положение. Да? Это создает, безусловно, эти проблемы. Да? Но, слава богу, мы сумели преодолеть в зимний период. Перед зимой у нас был маленький казус, когда мы говорили, что мы готовы к зиме, и это было, наверное, какое-то недоразумение. Мы говорили о том, что мы готовы экстренно решать аварийные ситуации, подобные ситуации, да, и
Мы, естественно, в курсе, в каком состоянии находится наша энергосистема, и поэтому брать на себя ответственность и говорить, что мы готовы к зиме или там готовы еще к какому-то, значит, периоду, в период больших нагрузок, да, мы такую ответственность себе не брали. Ну, кстати, вот эту фразу вам в упрек и ставили, когда были введены верные отключения. Да, совершенно верно. Если посмотреть пресс-конференцию, значит, руководителя Аслана Герговича, то он ясно говорит, недвусмысленно, что мы готовы решать аварийные ситуации. В этом плане мы были готовы к зиме. С 2002 года, вот те, что я цифры привел, да, вот за этот период, задолженность населения была порядка 58%. Из них, из этих 1,4 миллиардов рублей, задолженность физических лиц 1,2 миллиарда. То есть юридических только 200 миллионов. Вот если в плане там с юридическими лицами более-менее все понятно и собираемость достаточно удовлетворительная, хотя хотелось бы лучше, то с населением, с физическим, да, вот, существуют некоторые проблемы, конечно же. Да. Ну, во-первых, нельзя забывать, что мы живем достаточно не в богатой стране, да, и где бюджет формируется там из-за внешних поступлений, и это, то есть своими ресурсами мы не можем обеспечить полноценное восстановление энергетики страны. Даже если собираемость, вот совсем недавно у нас, вы знаете, был президент, он посетил нашу компанию, и он там и сказал, что даже если будет собираемость 100%, все равно этих средств не хватит. Ну, а на что уходят вот эти средства, которые все-таки какой-то процент населения же платит? На Ну, зарплаты, конечно. Ну, если не считать зарплат сотрудникам Черноморэнерго, которые, как опять же президент отметил, что они достаточно невысокие. Вот. Деньги уходят в основном на локализацию аварийных ситуаций. Особенно вот это было в зимний период, вы видели, да, как меняли магистральные линии. Это бывало в летний период, особенно в Гагрском районе. Ну, о Гагре мы отдельно поговорим. Хорошо. А сейчас, раз мы заговорили о долгах, вот администрация президента и ваша компания совместно подготовили проект закона о реструктуризации долгов за электроэнергию. Первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба рассказал нам об этом, а также о других законопроектах, которые готовятся администрации президента. Давайте посмотрим его комментарии. Физические лица, у которых образовалась задолженность в течение многих лет за потребленную электроэнергию, при выполнении ряда условий с них, данных потребителей, будет списана задолженность за предыдущие годы. Первое. Физические лица, которые используют индивидуальные приборы учета, так называемые счетчики, если они в течение 2016 года погасят задолженность, образовавшуюся с 1 января 2015 года и за 2016 год, за предыдущие годы задолженность с них будет списана. Физические лица, которые не используют индивидуальные приборы учета, у них другие условия. Они должны будут в течение 2016 года погасить задолженность, которая образовалась с 1 января 2014 года, а также в течение 2016 года установить индивидуальные приборы учета. И также для них будет списана задолженность, образовавшаяся за предыдущие годы. С одной стороны, государство предлагает льготную форму списания задолженности, а с другой стороны, также законопроект предусматривает меры по повышению финансовой дисциплины. Должностные лица, чиновники, сотрудники правоохранительных органов в 90-е годы законодательство предусматривало для них льготы по оплате за электроэнергию. То есть простые граждане таких льгот не имеют, а лица, облеченные властью, обладают такими льготами. В связи с тем, что заработная плата сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, она намного выше, чем у простых бюджетников. Также готовы законопроекты, которые предусматривают исключение с 1 января 2017 года данных льгот, чтобы они оплачивали за потребляемую электроэнергию наравне со всеми гражданами нашей страны. В общем-то, таким образом идут навстречу тем, кто не может оплатить услуги, получается так. Как вы думаете, такие меры позволят изменить ситуацию? Этот закон, в первую очередь, он социально ориентирован. Если вы заметили, что он призван облегчить нагрузку тем людям, которые действительно неимущие, которые не могут заплатить и не могут погасить эти задолженности, но с ними надо что-то делать. Вот. Но есть некоторые нюансы в этом законе, потому что
У нас общество маленькое, значит, люди всегда знают, информация всегда просачивается на улицу, как сказать. И люди подходят, интересуются, а что с законом? И довольно часто звучит один и тот же вопрос, что вот люди, вот злостный неплательщик, который вот он за 2 года закрыл свои, значит, долги, а за все остальное ему списали. А я, допустим, 23 года эти все платил исправно, и вот остался, вот зачем я тогда платил, в принципе, да. И эти вопросы все равно должны быть учтены. Вот, и я думаю, что... мера вынужденная, насколько мы понимаем, потому совершенно что другого верно, выхода нет. Совершенно верно. Если посмотреть вообще на деятельность Черноморэнерго, мы находим какой-то баланс между вот хозяйственной деятельностью и не выпуская из виду именно социальную направленность. Как вы знаете, у нас тариф самый низкий в мире. И даже если этот закон будет принят, и даже после его принятия не заплатят люди свои долги, тогда что, как быть тогда с теми, кто вот не собирается платить? Знаете, я думаю, что если государство идет в чем-то навстречу, да, создает режим благоприятствования, да, закрывать долги, списывать долги, реструктуризировать долги, как это будет выглядеть в конечном варианте, я пока не могу сказать, то ответственность должна возрасти. И это комплексный подход. Тут силами только Черноморэнерго решить эту проблему нельзя. Ну вот как раз-таки там, по-моему, в законе еще говорится о том, что некоторые справки люди не смогут получать, если у них есть задолженность. Совершенно верно. Это комплексная работа. И только в комплексе, там, в связке с другими, значит, государственными институтами эту проблему мы надеемся решить. Ну, ваша компания работает наверняка с другими институтами, учреждениями, чтобы как-то вот этот вопрос отрегулировать. Ну, естественно, связи у нас есть, и прорабатывается. Ну, лицензии, выдача лицензий, справок и так далее. Без... справки, там, разрешение на строительство, там, без справки это не получишь, и много-много другое, и эту систему нужно углублять, нужно расширять, и, с одной стороны, давать людям возможность облегчить, значит, и оплату, и нести бремя по оплате за электроэнергию. С другой стороны, нужно, конечно, ужесточить меры по воздействию на злостных неплательщиков. Ведь на самом деле мы проводим свои собственные какие-то мониторинг, да, населения, и выясняется очень интересная картина. На самом-то деле исправно платят те, которые не обладают большим достатком. И в основном конфликтные ситуации какие-то возникают, скажем так, у крупных объектов хозяйства. Как раз мы уже начали говорить, давайте посмотрим сюжет о том, кто и как платит тоже. Эта часть Гулерыбского района пользуется популярностью среди отдыхающих. Море здесь расположено в нескольких метрах от частных построек. Большая часть жителей поселка Каштак приспособили свои дома под мини-гостиницы. Поэтому количество потребленной электроэнергии здесь в летнее время возрастает в разы. Сколько намотается, столько и платится. Ну, каждый месяц вы ходите и платите, да? Месяц, может, 1,5 будет. Да. За кондиционера и за холодильника пока. Но сейчас, если в этом году запущу, то уже будет больше будет. А везде будут кондиционеры стоят, тогда уже покажет. Рядом со своим жильем Марат Калибатов завершает строительство небольшого гостевого дома. Как добропорядочный гражданин, он исправно платит все коммунальные платежи, в том числе и за электричество. Да и не сделать этого сложно, так как у ворот каждого дома здесь на столбах установлены современные счетчики. Данные потребленной электроэнергии поступают прямо в районную электросеть. И должников могут отключить дистанционно. Примеров, когда граждане ежемесячно платят за электричество, к сожалению, немного. Больше тех, кто остается в списках должников Черноморэнерго уже более 20 лет. Многие продолжают покупать оборудование, обустраивать свой дом максимально комфортно, не задумываясь о том, что энергетический ресурс не безграничен. Парадоксально, но, как говорят сами жители, исправно платят те, кто имеет небольшой доход. У нас живут люди, знаете, преклонного возраста, уже пенсионеры. А пенсионеры, они, знаете, законопослушные люди, они все платят. Не получается вовремя, хотя льготами пользуюсь. А вообще надо, вы считаете, конечно? Ну, конечно, надо. Элементарно надо за свет, за воду, за мусор, за все надо платить.
Признаться на камеру, что у тебя есть долги за электричество, решается не каждый. Но, тем не менее, энергетический кризис, сложившийся этой зимой, наглядно показал, что безрассудное потребление электричества и бесплатное пользование им должно прекратиться. Действительно, как вы говорили, платят бюджетники, платят пенсионеры, а вот злостные неплательщики – это как раз такие категория населения, которая зарабатывает больше. Да, так выходит вот в ваших списках? Да, так оно и выходит. Ну, я не хочу сейчас огульно всех обвинять в том, что они неплательщики, но в основном вот практика показывает, что ситуация именно обстоит именно так. Вот. Что еще хотелось сказать, президент как раз говорил об этом при посещении Черноморэнерго, что будем делать упор именно на этих людей, на чиновников, именно на власть придержащих, те, которые злостно нарушают платежную дисциплину. Несколько лет назад компания Черноморэнерго начала внедрение нового проекта, вот устанавливали счетчики нового образца, да, которые можно дистанционно отключать абонентов от сети. Вот там, где частично вы уже установили, там собираемость наверняка высокая, да? Да. Помимо того, что собираемость, вообще факторы, да, с которой складывается эта собираемость, они достаточно, я не скажу, что неожиданные, но достаточно интересные, я вам об этом расскажу. Значит, помимо того, что дистанционно можно в режиме онлайн видеть и задолженность, потребление абонента, да, и отключать дистанционно, сам факт наличия счетчика заставляет более дисциплинированно относиться к энергопотреблению. Потому что человек знает, что его могут отключить, и он видит показания счетчика, и, соответственно, начинает экономить. То есть лишний раз печку не включит, или когда она не нужна, потому что это довольно распространенная практика, когда хорошо протапливаются дома, естественно, на электричестве, да, при этом открывают окна, и у нас, если ночью посмотреть, все горит, и если вы обратили внимание, допустим, в сопредельных государствах, да, в России, где плата достаточно высокая, да, там люди привыкли экономить еще с советских времен. Но просто вот это вот и необязательность, низкая платежная дисциплина, отсутствие каких-то административных воздействий за все это время, скажем так, и расхолаживает, понимаете, и, естественно, дисциплина упала, да, именно энергопотребление. В скольких домах уже установлены такие счетчики? Работа ведется, она не останавливается. Вот, например, в крупных городах, там, в Сухуме, Кудаути, и она не останавливается ни секунды, это все зависит только от наличия этих счетчиков. Угу. Вот, наличия материала. Какие-то планы у вас наверняка есть, когда вы вообще планируете вот завершить этот проект? Потому что мы понимаем, что раз вот людей могут отключить, они тогда и побегут, естественно, заплатят. Опять же мы возвращаемся к тому, о чем говорили, чтобы оснастить автоматическими приборами учета все население Абхазии, нужны колоссальные средства. И если я не ошибаюсь, в прошлый раз у вас же в гостях Аслан Георгиевич говорил о сумме в 25 миллионов долларов. Это большая сумма, это неподъемная сумма, не то что для Черноморэнерго, но и для государства. Вот в прошлом году, в пик курортного сезона, в Гагре большие проблемы были с подачей электроэнергии. В настоящее время там ведутся ремонтные работы. И давайте сейчас посмотрим репортаж об этом, а потом мы поговорим как раз о Гагре. Работы по увеличению мощностей были начаты в марте этого года. Специалисты Черноморэнерго уже практически завершили самую трудоемкую и сложную часть строительства – возведение железобетонных опор. Общая протяженность новой линии составит 1750 метров, а ее мощность около 7 мегаватт. Один такой бетонный столб достигает высоту 9 метров. На 2 с лишним метра он вбивается под землю. Около 10 миллионов рублей из резервного фонда президента были направлены на возведение новой линии. Специалисты считают, что ее мощность позволит выдерживать возрастающие в курортный сезон нагрузки на электросети в самой густонаселенной части Гагры. Весь прошлый курортный сезон гагарские энергетики проработали в авральном режиме. Пришлось ввести даже веерные отключения. Каждые 2 часа отключали трансформаторы, чтобы уменьшить нагрузки. Строящаяся линия способна запитывать несколько трансформаторов в зависимости от их мощности. К сожалению, строящаяся линия способна снять проблемы с энергообеспечением лишь одного, хоть и наиболее крупного района в Гагре. В других местах города по-прежнему будут возможны аварии. Энергетики не ожидают легкого сезона и в этом году.
Понятно, что сейчас уже не зима, но и мы на пороге лета находимся. А в Гагре, как мы знаем, количество гостиниц увеличивается вот с каждым годом. И вот не стоит ли нам ждать следующего кризиса в связи с этим? Ну, как вы видели с репортажа, ведутся с марта работы, достаточно масштабные. Заменяется фидера пропускной способностью в 2 раза выше, чем прошлые, но ни времени, ни средств не хватает, чтобы полностью охватить весь Гагрский район. Соответственно, да, мы прогнозируем кризисные ситуации, но опять же хочу повториться, мы готовы их решать быстро, локализовывать эти аварийные ситуации достаточно оперативно, но это, естественно, не снимает общей проблемы. И проблемы, они такие же, как и везде. Просто Гагра, она характерна, потому что это центр нашего туризма, вообще туристического бизнеса. Каждый год там растут, вот как грибы растут гостиницы. На какой стадии работы в Гагре находятся? И завершатся ли они к началу курортного сезона? Мы прогнозируем окончание работ к концу мая, но тут есть маленький нюанс, что работая с электричеством, мы не можем выводить людей на работу в дождливую погоду. Вы видите, какие погоды стоят, и любой солнечный просвет мы используем в полную меру. Представители вашей компании неоднократно говорили о том, что в Гагарском районе очень много фактов несанкционированного подключения к электросети. Как вы собираетесь вот с этим бороться? Контроль, тотальный контроль. Ну, ресурсов, людей вам хватает, чтобы вот такой контроль, потому что и население там не маленькое. Черноморэнерго – это достаточно технологичная компания и требует привлечения специалистов определенного и разных уровней, определенной специальности. Естественно, всегда в этом плане у нас существовал кадровый голод. Но, тем не менее, мы при наличии тех средств и тех людей, которые мы имеем, мы выкладываемся полностью. И в плане контроля, и, естественно, не хватает. Этого недостаточно. И, наконец, подводя итог нашей беседы, как вы думаете, как приучить население платить за потребленную электроэнергию? Вот давайте подведем такой итог нашей программы. Ну, вы знаете, что значит учить? Приучить. Людей? Приучить, ну, я уже говорил, да, о наличии самого счетчика, значит, автоматического, которого вот дистанционно можно отключать, да, тут есть некий такой момент, который дисциплинирует. Соответственно, есть какие-то административные, да, санкции, их применять. Но львиная доля в этом, это вот, как сказал, опять же, обращаясь к нашему президенту, я сказал, что это движение навстречу друг другу. Для этого нужно, чтобы человек сам понимал важность этого, чтобы он нес какую-то ответственность внутреннюю. У меня на этом все. Спасибо вам, Алхас, за беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о проблемах в сфере энергетики республики. Я прощаюсь с вами до следующей недели.